Это актуальное интервью на Якутия-24. С 12 по 14 марта в городе Якутске пройдет республиканский форум «Дошкольное образование. Инвестиции в будущее». Главной особенностью форума станет презентация выставка лучших практик детских садов, их проектов и методических разработок. Планируется выступление лидеров дошкольного образования со всех районов Якутии. В форуме участие примут федеральные эксперты в области дошкольного образования. Один из них сегодня у нас гость в студии Ирина Комарова. Ирина Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. В форуме вы принимаете участие в качестве эксперта. Какие вопросы и задачи вы поставите перед якутскими педагогами? Вы знаете, якутские педагоги вообще себя уже очень давно зарекомендовали и очень хорошо своей инициативностью, инновационностью своих разработок. Поэтому я думаю, что даже не столько вопросы будем ставить, сколько будем сотрудничать. Это гораздо важнее сегодня. А вот та важная тема, вокруг которой мы будем сотрудничать, это научить ребенка жить в быстро меняющемся мире. Создать для него состояние комфорта, когда мир быстро меняется. Это представляется самым важным сегодня. А какие вызовы сегодня стоят перед дошкольным образованием страны и регионов? Вы знаете, не только страны, не только регионов, но и перед всем миром дошколка столкнулась с рядом вызовов, потому что сейчас считается, что вложение в дошкольное образование является наиболее инвестиционно привлекательным. Это доказано экономически, и поэтому это ранее не столь популярное в мире направление образования стало передовым. В 2015 году во Франции дошкольное образование стало обязательным, в 2016 году оно стало обязательным в США. Ну и мы понимаем, что сегодня это совершенно новые направления, и тут не могу не сказать следующее. Мы делаем одну большую ошибку. Мы пытаемся как бы дошколку подобрать, как ранее до нас делали другие страны, под школу. Тогда как остальные страны сегодня методы, принятые в детских садах, пытаются распространить на школу, что более продуктивно. На дворе 21 век, все-таки внедряются новые технологии. Скажите, как внедряется цифровизация в дошкольное образование? Вы знаете, очень плохо. И внедряется, и с одной стороны меня это не может не радовать, поскольку весь мир признает, что экран это вредно, и поэтому до 3 даже в некоторых странах законодательно ограничили контакт ребенка с экраном. Но все равно наступают сензитивные периоды, и мы понимаем, что мы сегодня очень сильно зависим и от технологии, и от цифры. Но, тем не менее, ведь цифровизация – это не только телевидение и не только компьютер. Цифровизация – это много разных других приспособлений, которые совершенно не используются, потому что люди даже не догадываются, что это имеет какое-то отношение к новым технологиям и может быть использовано в образовании. Примеров этому очень много, но, например, может быть, это не так актуально для дошколки, но, тем не менее, светофоры тоже являются средством ИКТ и входят в список. И стиральные машины являются средством ИКТ. Но просто они сейчас совершенно другого уровня уже и управляются. И умный дом – это средство ИКТ, и с этим нужно ребенка знакомить, но нет ни программ такого уровня. Более того, нет ни одной на сегодняшний день программы дошкольного образования, которая бы была рассчитана на цифровую среду. С одной стороны, опять же, повторюсь, это хорошо, потому что чем дольше мы сохраним хотя бы в общественном месте ребенка подальше от экрана, тем лучше. С другой стороны, это плохо, потому что воспитатели недополучают возможности самореализации, возможностей дистанционного образования постоянного и недополучают ресурсов. Тогда как база ресурсов сегодня в мире, свободных ресурсов, колоссальна. Фактически все музеи имеют открытые ресурсы. Все музеи мира. Вы представляете, каким мы владеем капиталом? Ну вот вы говорите, к сожалению, не очень хорошо идет цифровизация. А что делать?
Тут, знаете, менять систему образования в педвузах, потому что на самом деле на этом уровне, может быть, даже неосознанно не додают педагогам, тем юношам и девушкам, которые будут потом работать в детском саду, не додают знаний, то ли потому что сами очень мало действительно знающих и владеющих меняющимся миром цифровизации, постоянно, моментально меняющимся миром педагоги, которые там преподают. С другой стороны, они оставляют эту работу потом на ИПКРО. И тут как бы в ИПКРО те же самые преподаватели, и они тоже не владеют этими технологиями или владеют недостаточно. Поэтому воспитатель с самого начала не получает знаний, которые бы могли ему внедрять новые технологии, и потом их недополучает. А вы являетесь автором проекта «Виртуальный детский сад». Что из себя представляет этот проект? Мы пытались как раз упаковать для детских садов, для воспитателей детских садов вот эту информационную среду, чтобы им было в ней легко работать, чтобы она уже была приспособлена для программ детского сада. Вот. И параллельно хотели создать площадку, где воспитатели детского сада могли бы сотрудничать с родителями. Потому что я считаю, что в сотрудничестве с родителями, кстати сказать, это в вашем регионе поставлено, мне кажется, даже лучше, чем в других регионах страны, союзы воспитателей и родителей, да, что в этом залог вообще счастливого будущего наших детей. И поэтому вот эта программа на них ориентирована. Фактически там каждый день расписан, чем нужно заниматься с ребенком. Но на эту программу есть разные взгляды. Кому-то она очень нравится, а кто-то считает, что вот такое нормативное расписание, оно мешает творческой личности реализоваться. То есть есть разные взгляды. А где этот проект внедрен уже и какие результаты он показал? Вы знаете, он внедрялся в Москве, он внедрялся в некоторых городах Подмосковья, он внедрялся в Нижнем Новгороде. По нему работали некоторые детские сады Новгорода, но он внедрен не так, чтобы очень широко, к сожалению, именно в силу того, что очень трудно вот как раз сосредоточить человека, который сам обучался использованию компьютера. К сожалению, мы же все тоже не обучены использованию компьютера. Мы все и этому учились понемногу, как-нибудь. И считается, что в школе дети очень хорошо владеют компьютером, но ведь они не проходят специальных компьютерных курсов. Они не знакомы с программами и с тем, как использовать компьютер так, как надо. Потому что понаслышке и по наглядке. Это не тот уровень владения компьютером, который может нам обеспечить технологический прорыв. Ну, что касается новых технологий, как вы считаете, насколько готово дошкольное образование Якутии к повсеместному внедрению этих цифровых технологий? Вы знаете, да, в общем-то, воспитатели, как я уже отмечала, в Якутии очень продвинутые. Приезжаешь в какой-нибудь регион, где толком и детский сад не построен, потому что находится в здании 70-х годов, деревянный, с туалетом на улице. Это как бы такой случай вполне распространен. Но, тем не менее, это не мешает людям мыслить инновационно. Вовсе не среда определяет, по-видимому, вот эта инновационность настроения якутских педагогов. Якутские педагоги готовы. Весь вопрос в том, что, по-видимому, не очень готово, значит, другое сообщество. И это, надо сказать, что и Министерство образования очень нацелено на то, чтобы как бы происходили прорывы. Но мы должны изменить систему преподавания в вузах. Теперь поговорим о раннем выявлении детской одаренности. Какие есть способы выявить и развить одаренность в ребенке? Наблюдать, прислушиваться к ребенку. Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать. Есть такой метод исследования, как педагогическое наблюдение. С кем после мамы больше всего общается ребенок.
не с врачом даже, да, вот, если он в детском саду, а именно с педагогом. Педагог его каждый день встречает и каждый день провожает. Педагог на это время отвечает за благополучие и за образование ребенка. И, собственно говоря, вот мы разработали такую систему. Она тесно связана с открытиями наших коллег за рубежом, систему наблюдения педагогического за проявлениями детской одаренности. У нас, к сожалению, на детский сад в этом смысле, в смысле одаренности, не обращают внимания. А если обращают, то сводят выявление одаренности к конкурсам. Но уже давно доказано, что ни олимпиады, ни конкурсы не способствуют развитию одаренности, они ее гасят. Более того, среда не очень приспособлена к тому, чтобы принять одаренного ребенка. И очень часто ребенку, который имеет отдельные такие свойства, которые отличают его от сообщества или выделяют его из сообщества, они стараются это скрывать. Поэтому и есть совершенно конкретные признаки. Очень многие детские сады Якутии работают по этим программам. И вот вам просто повезло, потому что у вас есть вот такой, значит, есть первый президент, который выявил или предложил реализацию программы, которую мы называем «5 китов одаренности». Потому что все вот эти 5 направлений, которые у вас развиваются с его легкой руки, они как раз и являются теми базовыми направлениями, которые необходимы для развития одаренности. То есть вот вы, как бы не создавая излишней шумихи, не создавая излишней суеты, делаете постепенно, поступательно то, что и нужно делать для ребенка. В этой системе не хватает только театра. И, к сожалению, наши архитектурные нормы и правила, да, строительные нормы и правила, они не дают, и наши экономии не дают возможности нам создать реально необходимую для детей площадку. Потому что очень важно, чтобы в группах, вернее, в детских садах были общественные зоны, где могут собираться дети разных возрастов. Для одаренных вот эта необходимость просто очень важна. Но зато у вас есть детско-взрослые сообщества, чего нет во многих других. Ну и вкратце, напоследок, скажите, что вы ждете от предстоящего форума и что хотели бы пожелать его участникам? На самом деле я жду консолидации усилий вашей педагогической воспитательной общественности. Мне очень хочется, чтобы вот такие форумы регулярно проводились. Мне кажется, что у нас в нашей стране еще недостаточно внимания уделяется дошкольному образованию. И, с одной стороны, деньги тратятся большие, но нужна еще и какая-то искра. Да? Я желаю нового импульса и новых открытий. Ирина Ильинична, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это было актуальное интервью сегодня с академиком Международной академии наук педагогического образования, проректором по науке Международной педагогической академии дошкольного образования Ириной Комаровой. Мы говорили о республиканском форуме «Дошкольное образование. Инвестиции в будущее».